Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Да, уважаемый суд, один Пожалуйста. вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему именно суд, постановивший приговор, вы считаете, ваша позиция? А, Поскольку это касается самого приговора, и в связи с этим это вот именно какие вопросы решает суд как при постановлении приговора, там тоже это указано. И в связи с этим Верховный суд при внесении своих предложений о внесении изменений в УПК вот пришла после обсуждения судьи к такому выводу, что это должен быть судом постановивший приговор. И сейчас такая практика идет. Спасибо. Еще вопросы? Один вопрос. Вот в этом случае, да, насколько состояние, да, положение отбывающего наказания, оно может ли быть ухудшен сравнительно с тем, что если это было за счет времени рассматривалось по месту отбывания наказания? То есть настолько это эффективно защищает интересы отбываемых? Ну, наверное, все-таки надо учитывать еще и, кроме эффективности, еще и законность. И здесь в данной ситуации никаким образом права не нарушаются, потому что оно же не, как бы, скажем, не закрывает путь в суд, в судебную защиту. Но в любом случае судом разрешается. Нет вопросов. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, например, суд, постановивший приговор, да, по зачету времени было, чтобы, получается, учреждение, колония его освободила, судебный акт должен поступить туда, получается, в конверте, опечатанный посредством курьера. Вот, когда был, получается, пересчет, например, Верховный суд пересмотрел, засчитал, и человек уже должен был выйти. Вот этот вот судебный акт шел в колонию где-то месяц. Получается, он пересидел. Вот в таких случаях как рассматривать моменты? Это не является ли вот именно постановивший приговор последний, да, вы говорите, к примеру, Верховный, к примеру, районный, да? Нельзя ли вот по месту отбытия? Дойдет, поступала да, в суд, что ли? да. Вот этот вот именно целесообразность вот между постановившим и по месту отбытия. По месту отбытия там, получается, можно за один день суд Вот взять, привести именно судебный что акт. по месту отбытия я бы сказала, что в Уголовно-процессуальном кодексе как раз вот в этой же статье, другой частью, сейчас я вам скажу. Вот 432. Это же третья часть, по месту отбывания, какие вопросы разрешаются, каким судом. То есть вопрос указан в пунктах 2, 4, 2, 3, 4, 8, 15, 19. То есть здесь конкретно указаны, уже законодательством определены, в каких случаях по месту отбывания. Ну, 14 пункт же не определен. 14 пункт, который сейчас вот, он же не определен. И вы предлагаете, получается, я на по это месту. уже ответила, у меня другого ответа нет. Вот, Ну, я понял вас. после обсуждения так мысли. Ага, спасибо. Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы? Маргарита Насыровна, вы считаете, что сейчас подготовили законопроект, да, который внесен 432. Если сейчас судебная практика какая сейчас в данный момент? Вот как и Аламединский суд вернули, что это судом постановившим приговор. До этого можно, да, надо пересмотреть под пленум Верховного суда, надо посмотреть. Ну, есть еще такая, скажем, пленумом. Вообще можно было бы, если бы, например, сейчас вот этот вопрос будет затягиваться, там же хотят же полностью УПК новой редакции. Да. Но мне кажется, можно было бы точечно это внести уже, потому что действительно слишком затянулось. У вас все, да? Больше вопрос. Коллеги, есть вопрос? У меня к вам вопрос. Вообще, вот смотрите, да, мы здесь говорим о том, что, ну, все-таки это касается приговора,
непосредственно вынесенного, да, то есть суд, который постановил этот приговор. Вот зачет времени, насколько на самом деле, вот с вашей точки зрения, затрагивает суть приговора? Вот, скажем, там, если определено там столько-то лет и столько-то месяцев лишения свободы, но оно как бы неизменно остается. Это ведь касается только время того, когда он, скажем, органы, уполномоченные органы определяют время, когда он выйдет, скажем, да, а ведь суть вопроса, он остается. Вообще вот когда у вас обсуждение шло в рабочей группе внутри судебной системы, вот какие аргументы послужили, скажем, основанием для того, чтобы мы здесь слышали, да, аргументы, которые высказал представитель президента, кабинета министров, да, и вот ваши какие еще дополнительные аргументы к тому, что все-таки это суд должен, который постановил приговор? Ну, при обсуждении вот те аргументы, которые выразил Алмаз Табалдиевич, мы согласны с этими доводами тоже. И тоже хотелось бы отметить, что вот этот вопрос пересмотра, оно именно вот когда УПК поменялось, вот 1 к 2 и 1 к 1, и исходя из этого вот этот вопрос возник, потом с какого момента это считать, и имеет ли обратную силу, да, вот это вот, вот эти все вопросы, они только из-за этого возникли, в принципе, можно сказать. Но сейчас наше мнение такое, что это судом постановивший приговор. Постановившим приговор. Да. Хорошо. Давайте. Вот мне интересна все равно последовательность, да? Алмаз Талдыч говорит, что это всего лишь технический момент, который уполномоченный орган возьмет и пересчитает, да? Где здесь роль суда, если мы говорим суд, постановивший приговор, или суд, который, на территории которого он отбывает? Где, какая роль здесь в данном случае суда? Здесь в данном случае вообще, по-моему, вы по новым обстоятельствам, да, обратились же? Ну и, видимо, здесь это и правильно, что по новым обстоятельствам. По новым только обстоятельствам понятно, да? Опять же, тот суд идем, Да. в который мы пересматриваем. суд постановивший. Я так понимаю, есть другой случай, о котором Самат Асхарович говорит, если это не связано с новыми обстоятельствами. Нет, это только вот на тот период, наверное, будет действовать, когда вот пока вот дела будут пересмотрены, которые касаются вот индивидуально, да, каждого. А в последующем-то это уже решение Конституционного суда, мы же исполняем, оно нормально должно быть. Я думаю, два случая, да, мы смешиваем сейчас? Да, два случая смешиваем. Мое Я мнение, это думаю- как бы идет, да. Почему? Потому что вопрос здесь идет на стадии исполнения Да. приговора, а здесь на стадии именно до вынесения приговора. Это мое мнение. А вообще, при том, что это императивным образом установлено в законе, там конкретно написано, да, что 1 день содержания под стражей засчитывается как 2 дня лишения свободы, да? 5 дней там домашнего ареста за 1 день лишения 80-я свободы. То есть статья, да. вот законом определено. Какой смысл был вообще это каким-то образом еще возлагать в качестве обязательства для рассмотрения вопроса данного в исполнительном производстве? На самом деле, вот вы знаете, никак, вот мне кажется, все-таки вот какое-то вот чисто такое техническое составляющее. И каким образом оно влияет на суть приговора? Ну, потому что при постановлении приговора в резолютивной части эти вопросы решаются и не указываются в резолютивной части. И оно действительно, как уже до этого... Хорошо, я вам другой пример приведу, да, Мгм. и которым мы сталкиваемся уже систематически, я бы сказал, да. Суд первой инстанции постановил приговор. Мгм. Апелляция, в последующем кассация состоялись. И, в общем-то, все это время человек находился в следственном изоляторе. Все это время. Но этот срок, когда рассмотрит апелляция, когда она завершит рассмотрение по правилам первой инстанции, когда рассмотрит кассация, то есть когда и выезжают, насколько мне известно, есть случаи, когда они остаются при следственных изоляторах.
до завершения дела, скажем, в Верховном суде. И вот, разумеется, суд первой инстанции, который постановил приговор, он никак не мог учесть вот этот срок, пока дело рассматривалось в вышестоящих инстанциях. Да? Каким образом в этом случае, вот, скажем, вот эти вещи должны разрешаться? Ну, вы знаете, я бы на этот вопрос так ответила бы. Когда-то это был технический вопрос, то есть считали органы, уполномоченные органы, которые занимались исполнением наказания. Я бы так ответила бы, уважаемый суд, поскольку этот пробел мы все признаем, да, мы тоже признаем, что пробел в законодательстве здесь имеется, да, но сейчас вот наше мнение такое, что это судом постановившим приговор, но если будут такие, скажем, обоснованные аргументы, что это может быть каким-то другим образом, да, оно при согласовании с другими органами, то есть это долгая же процедура принятия законопроекта. Я думаю, что законодатель все-таки эту часть тоже обсудит, и мне кажется, мы придем к какому-то оптимальному Решению. Да. решению. Я бы Спасибо так вам. ответила. Да. Спасибо. Присаживайтесь.